Наследие мировой культуры, произведения живописи, архитектуры свидетельствует о том, что практически все мастера так или иначе обращались к теме детей, к теме детства. Мы видим это в полотнах художников, мы видим это в произведениях скульптора. Так и сложилось в судьбе известного абхазского художника, народного художника Абхазии, графика, керамиста Валентины Хурхумал. Тема детства стала одной из главных в ее большом творческом пути. Сегодня мы поговорим о работе, которая очень дорожит сам художник и которая стала очень важным творческим этапом и для самого художника, и одним из самых любимых экспонатов на тех выставках, которые проходят здесь, в выставочном зале. Это скульптура «Маленькие наездники». Она была создана в 1976 году, 45 лет назад, в доме художников в Диндаре. Надо сказать, что творчество Валентины Хурхумал очень сложно разделить на какие-то периоды и этапы. Это все более полувека она занимается своим творчеством. Это все один большой период, где она нас, поклонников ее творчества, ее зрителей, погружает в свой бесконечный внутренний мир. Тема детей и детства стала одной из главных линий в ее творчестве. Ее дети, а именно так она их называет, мы очень часто можем их видеть в ее графике, в керамике, в скульптуре, в каких-то других разных совершенно средствах художественной выразительности. История эта началась в далеком 70-м году. Тогда молодая студентка Валентина Хурхумал решила выбрать тему для своей дипломной работы. И, конечно, ей как художнику хотелось выбрать тему, с которой она потом сможет участвовать на больших выставках, республиканских, союзных выставках. Но сделать это было непросто, потому что большие выставки, которые проходили в 1976 году, у них были определенные заданные темы. Например, названия некоторых из них – это «Революция в живописи», «Художники на строительстве девятой пятилетки» или «Слава труду». Но Валентина Хурхумал никогда не была художником, который остро чувствовал и следовал конъюнктуре. И она решила выбрать тему, которая по-настоящему будет для нее таким неисчерпаемым творческим источником. И она выбирает тему детей. Она иногда, вспоминая об этом, говорит о том, что вполне возможно, что то безмятежное счастье, которое прошло в детстве, которое она чувствовала в детстве, в этом высокогорном селе, где они жили в полной гармонии с природой, с животными, что все это стало для нее очень важным жизненным ощущением, которое она смогла уже как бы транслировать дальше. Вполне возможно, что эта тема стала главной, потому что всю ту любовь к детям, которой она была, она, к сожалению, смогла реализовать только в своем творчестве, в искусстве. К сожалению, так сложилась жизнь. И долго размышляя над этим, Валентина Исмайловна приходит к тому, что она создаст фигуры, скульптурную композицию, которая будет состоять из 17 детей. И через несколько месяцев она смогла предоставить комиссии, своим педагогам очень интересную скульптурную группу, где были 17 детей. Все 17 детей символизировали 17 разных чувств счастья. Радость, искренний интерес к жизни, умиротворение и еще какую-то массу положительных эмоций. Она как художник искренне считает, что это ощущение счастья абсолютного, оно возможно только в детстве. И работа ее дипломная работа, она произвела очень глубокое впечатление на ее педагогов. И они почувствовали, что это художник, у которого начинает складываться большой свой художественный язык, свой художественный стиль. И даже педагог ее пошутил и сказал:
Ляля, а что ты будешь делать, если они все вдруг на минутку станут живыми, все 17 детей? Вот с этого самого дня у нее начинается такая вот тема, к которой она практически возвращается всю свою жизнь. Скульптуру «Маленькие наездники» Валентина Исмайловна создает в Доме художника в Динтере, куда она приезжает. И у нее буквально 3 дня для того, чтобы создать ее. Но образ давно у нее, буквально месяцами уже складывался в голове, но страшно не хватало времени. Она очень волновалась. И за 3 дня она создает эту скульптуру, и буквально в самый последний момент она ее уже загружает для того, чтобы отправить на обжиг. Она очень волновалась и переживала, потому что при удачном стечении обстоятельств ее работа могла попасть на большую выставку, которая в эти годы проходила в Москве. И через какое-то время она вытаскивает их, они уже все эти образы, которые были у нее в голове, они превратились в очаровательных малышей, и в это прекрасное такое вот полумифологическое животное. И она вспоминает о том, что они буквально обжигали ей руки, но это было огромное счастье. И буквально в этом году, в том же году, ее приглашают для участия на большой выставке художественной, которая проходила в Вильнюсе. Организаторы и участники выставки сразу отметили работу Валентины Хурхумал. Она была очень не похожа на работы других художников, которые обращались к этой теме. И было такое ощущение, что 2 этих малыша на таком вот интересном, сказочном животном буквально приземлились на какое-то время. Мы видим, с какой любовью, с каким доверием, с такой вот абсолютно безграничным доверием, которое может быть только в детстве, они обнимают это животное, создают с ним такое единое, гармоничное целое. И в дань античным традициям она изображает детское тело обнаженным. И, конечно, после Вильнюса, после того, как на ее работу обратили внимание, организаторы ее приглашают на выставку в Москву. И это была большая выставка, которая представляла работы более 2000 выпускников 17 вузов, которые готовили художников, скульпторов, графиков. И все их достижения, они были представлены на этой выставке. И там, на этой выставке, Валентина Хурхумал впервые получает предложение от коллекционера приобрести эту работу. И, конечно, с одной стороны, ее вдохновляла мысль о том, что ее работа станет частью большой интересной коллекции, но она окажется в другой стране. С другой стороны, она мечтала ее привезти в Абхазию и показать здесь друзьям, коллегам, а ведь здесь родились все эти образы. И именно тогда она понимает, что ее работы созданы не только для картинных галерей и музеев, она видит их частью городского пространства. Она мечтает маленьких наездников и подобные им скульптуры установить в парках в Абхазии для того, чтобы они были вписаны в такую архитектурно-художественную среду города и стали частью такой вот художественной среды и создавали прекрасное настроение. В итоге Валентина Исмайловна отказывает в приобретении этой работы, и она ее привозит в Абхазию, и на первой же выставке, на которой она была представлена, работа произвела впечатление, и позже она попадает уже в фонд Национальной картинной галереи. В 80-е годы Валентина Хурхумал вновь возвращается в Дом творчества в Динтере. Она очень любила работать в этом доме, здесь были коллеги, художники, друзья, и она создает еще одну серию маленьких наездников, но уже совершенно другую. И привозит их в 80-е годы, они были представлены здесь, в этом зале. Зал открывался после большой реконструкции, и эти работы были представлены здесь.
Валентина Исмайловна, как большой интересный художник, со своим таким интересным художественным стилем, сложившимся, она смогла сохранить те эмоции, которые бывают и мироощущения только в детстве. Открытость миру, искренность, неподдельный интерес к нему. И ее очаровательные малыши, ее очаровательные дети, мы их всегда встречаем в самых разных направлениях ее творчества. Они ее не покидают уже более 50 лет. О творчестве Валентины Хурхумал очень интересно написал известный искусствовед Людмила Павлова, которая оказалась в ее мастерской. Художественное мышление Ляли Хурхумал свободно и безгранично. Она скользит по комнате, и в руках у нее появляется пухлый, как будто вылепленный не из глины, а из сахарно-карамельных облаков малыш. Второй с удовольствием располагается на пианино. Маленькие наездники, созданные в Латвийском доме творчества, имели большой успех. Словно древнегреческий Фрикс и Гелла, оседлавшие барашка. По мифу, баран подарил Фриксу свое золотое руно, которое стало основой богатства Колхиды. И тут вся эта забавная троица неожиданно превращается в символ связи древней истории и вечной молодости этой страны.